И снова всем привет, ребята! Сегодня 26 сентября. Я снова на реке Мокша в Темниковском районе, Республика Мордовия. Буду рыбачить на крупные воблеры. Попробуем поймать сегодня щуку. Значит, были скачки давления, перепады. Сначала упало вчера, сегодня выросло давление. К тому же сегодня полнолуние. Посмотрим, как будет сегодня щука клевать. А может быть, не будет вообще. Все, не будем затягивать. Время у нас 15 минут 10-го. Поэтому пошлите на воду, начнем рыбалку. Сильный ветер, блин, волны. Ничего себе. Ну что, начнем нашу рыбалку. Воблер УСП Рудра. Давай, лови нам щуку. Да, очень холодно. Нужно было одеваться потеплее. И шапку теплую уже доставать. Плюс 8 градусов в машине показывало, блин. А еще ветер холодный. Так, ну что, кидаю я уже час. Значит, не увидел ни одного контакта с рыбой. Рыбачил, значит, вот поменял вот эти все воблеры. Балисон кот, последний, который я сейчас тут бросал. И, значит, с этой стороны тоже воблеры покидал, не клюет ничего. Значит, какое дело? Крайний раз, когда была неудачная рыбалка, с Романом мы здесь рыбачили, у меня, значит, ничего не клевало, а у Романа клевало на воблеры натуральной окраски, значит, беленькой. И я сделал для себя выводы, что мне тоже нужны такие воблеры, ну, в такой раскраске. И поэтому, значит, вчера прикупил два воблера. Это Каблиста Пантон 21, 125 SP SMR Medium Runner. Значит, 25 сантиметров, 19,9 граммов, и заглубляется он от 1,6 до 2 метров. Вот такой вот. И, значит, более дорогой воблер. Так, этот стоит что-то в районе 700 рублей. А этот, по-моему, 1300 мне обошелся со скидкой. Это ОСП Рудра. Значит, тоже вот в таком вот цвете. У меня есть Рудра Маттайгер. Вот такая вот уже разловленная, как бы, ну, покоцанная. И принял решение, что нужен вот такой еще воблер. Потому что если бы тогда я рыбачил один без Романа, я подумал, что вообще не клюет. А так как у Романа были поклевки, он тогда поймал там в районе десятка некрупных щурков, а я вообще ничего не поймал. Поэтому цвет имеет значение. Определенно. Определенно имеет значение. Поэтому сейчас будем пробовать не только на кислотные воблеры, но и воблеры натуральной раскраски. Под натуралочку. Обкидал я где-то береговой вот свал 60 метров. Не увидел ни одного контакта, ребята. Сейчас сместился. Покидаю еще в эту и в эту сторону, ну, в разные. И потом планирую сместиться вниз по течению. Значит, есть там интересное местечко, порыбачу там. И потом по ветру спущусь к машине и поеду домой. Ну, пока обстановка такая. Все, два новых бойца. Вот таких вот
огромное спасибо моей жене, которая сказала, нужно такие тебе купить. Так, ну что, попробуем разловить новую рудру. Не получится сейчас здесь ничего поймать, пойдем вниз по течению. По поводу проводки воблеров, поштудировал там интернет, там такие баталии, оказывается, идут. Как нужно правильно теребонькать этот воблер, да и не только этот, и другой. Блогеры там между собой ругаются, там один говорит, нужно делать так, другой нужно, говорит, делать так. Не знаю. Нужно экспериментировать, мне кажется. Нужно делать и так, и так. И как-то может быть по-своему. Что-то зацепилось или что там? На палочка. Наконец-то, ребята, произошла поимка. Ух, ничего себе. Значит, какое дело? Поднимаюсь я наверх, вниз по течению, ну, на то место, на которое я планировал, и решил остановиться возле такого интересного места. Здесь бобры, дерево подгрызли, одно упало. И, значит, бросая вверх по течению апстримом, я получил поклевку возле лодки со сходом. И сейчас вниз по течению удалось мне поймать щучку на новый воблер, вот на рудру в натуральном цвете. Сейчас будем ее принимать. Есть, удалось зафиксировать мне ее. Значит, атаковала она воблер с головы, получается. Вон она его как заела. Вот такая вот хорошая щучка. Рыбу я сегодня буду забирать, потому что хочу, значит, приготовить в семейном кругу щучки. Ну, вот такая вот в районе килограмма, наверное, может быть чуть-чуть побольше. И на первой же рыбалке я разлавливаю рудру. Сейчас будем ее как-то отцеплять. Вот такая вот рыбка. Сейчас мы ее положим в ведерко и дома приготовим.
Ну, вот такой вот воблер. Отлично. Время 11 часов, значит, это, ну, уже вторая вот поклевка получается за 2 часа, блин. Ну, вот с этого места. Почему-то я подумал, что, может быть, навряд ли здесь есть щука, потому что здесь активно бобры вот лазят, здесь вот скатываются в воду, и рыба, может быть, здесь боится стоять, но нет. Это не так. Долго задерживаться на одном месте нет смысла. То бишь, если там я 2 часа убил на то, чтобы обловить 100-метровый участок реки, меняя воблеры, это не принесло никаких абсолютно результатов. Ни одного контакта с рыбой я не увидел. Сейчас вот здесь вот делаю 5 забросов, поклевка, поимка. Сейчас еще несколько раз заброшу и будем смещаться дальше вниз по течению, туда, куда я хотел. Ну, может быть, сделаем еще пару остановочек. Произошла очередная поклевка, ребята. Точнее, поимка. Тяжеленькая. Ну-ка, иди сюда. Ух, какой резвый щурок. Зацепилась очень слабо. Ну, если сойдет, я не расстроюсь. Сейчас ослабим фрикциончик. Продолжаю подниматься. Блин, точнее спускаться вниз по течению, но против ветра. И вроде такие вкусные места, останавливаюсь, как бы пытаюсь ловить. Делал проводку вниз по течению, была поклевка, но щука не схватила. И сейчас вот апстримом, значит, все-таки вот попалась, ну, уже, видимо, другая, как бы. Воблер, кстати, тот же Рудра. Ах ты, блядь! Крючок в палец воткнулся, в перчатку, точнее. Вот для чего нужны перчатки, ребята. Если бы не перчатка, крючок пробил бы 100% руку. Так, сейчас нужно как-то... Ага, вот так вот. Ну, вот... Перчатка сейчас выручила, как бы не пробил крючок мне палец, ладонь. Да, еле-еле сидела. Щука, блин, по-прежнему беззубая, блин. Но уже начинают расти у нее зубки, блин. А то вот попадались без зубов. Ребята, этого тоже заберем. Будем дома запекать в духовке. А вот и доловилась та, которая перед этой клевала. Никуда она не ушла. Ух, какая бодрая. Так и стояла здесь, ждала. Думаю, сделаю еще пару забросов. И все, и она здесь под лодкой у меня схватила.
Что-то покрупнее, наверное, предыдущий немножко. Да, крупнее. Возьму лип-гриппом, ребят. Рисковать не хочу. Рот закрыл, правда. Собака. Да, все, вот так. Значит, либо произошел выход, сейчас как бы активировалось, либо просто рыбные места. Ну вот, смотрите, давление, скачки давления, полнолуние. Уезжал, позвонил Валерию Викторовичу, он говорит, ничего клевать у тебя не будет, там давление упало, тут поднялось, полнолуние, опять же там, ребята, ну я не знаю, как бы, блин, вот, все клюет, щука где-то под 2 килограмма по любасу. Ну, давайте так, тоже эту забираем. Потом взвесим, значит, улов у меня не должен превышать 5 килограммов. Значит, это суточная норма вылова рыбы по законодательству Российской Федерации. Как говорят, рыбоохрана, значит, вот Темниковского района. Поэтому, значит, сейчас взвешу, сколько я поймал, и уже будем отталкиваться, забирать следующую рыбу или нет. Так, итого я поймал, значит, где-то 3700. 3700. Ага, пока все по закону, ребят. Цапля громадная, он летит. Разогнала всех воробьев. Воробьи в шоке. Очередная поклевка. Такой небольшой щурок, которого, наверное, как раз не хватает до 5 килограммов. Да, ну этот маленький, давайте мы его отпустим. Все никак не поднимусь я, блин. Куда хочу. Воблер все тот же, ребят. Хотя пробую на разные. Наверное, понадобится зимник, что ли, не пойму. Ну-ка иди. Отдавай, давай. Оба. Тихо, тихо, тихо.
как обычно, один вытащишь. Да, этого отпустим, ребят. Все, домой его, маленьким. Может быть, побольше попадется. Так, все. Прошла лодка с троллингистами. Сейчас всю рыбу съедят. Так, ну все, что, неплохо. Норка по берегу бегает. Не знаю, удастся ее увидеть или нет. Здесь опять вот бобры наваляли деревьев, и норка пробежала. Да. Нет, все, спряталась куда-то в листву. Но здесь вот опять прям вот, ну, свежие следы. Вот здесь скатывается, здесь вот нора, вот нора. И вот здесь эти осинки или что это, поваленные. Нет, норка убежала. Не покажу. Осенью частенько попадаются на рыбалке, они бегают вдоль берега. Кого-то ловят. Дошел я до того места, до которого хотел изначально. Время у нас 1 час. 13 часов, если быть точнее. Сейчас здесь покидаю и буду уже возвращаться по ветру назад к машине и сворачиваться. У ребят на троллинг ничего не клюет. Но говорят, что на днях они здесь поймали 2 щуки на 5 с лишним килограмм на троллинг. Есть еще крокодильчики, тут, значит, не всех съели. Покидал здесь, значит, сменил 8 воблеров, и результата это никакого не дало. Поэтому все, снимаю с якоря и сейчас по ветру пойду назад к машине. Погнали. Ребята, иду с плавом, и попалась вот такая щучка. Ну, тоже небольшая. Страшно, она тут как-то под жабры ее. Ну, сигалеток вообще маленький. Ай, прохожу такое вкусное место здесь, блин. На якорь бы, конечно, встать. Такс. И вот так. Скидал кислотный, не клюет. Подумал, если клюет на рудру, почему бы не поставить ее назад. Этого утопили. Маленький он. И очередной шнурок, ребята. Опа. Да, разрезал его крючком, блин. Ну ладно, что, заживет. И не такие попадались. Так, а я продолжаю дальше сплавляться. Сплавляюсь и бросаю. И на таком, на агрессивном твиче вот. Потому что не успеваю нормально протвичивать. Ветер
Ветер затих, и все, и меня не тащит. Как бы течение в ту сторону, ветер в ту. Но ветер сильнее течения. Бобер тут все покосил. Весь молодняк. Да, и валит в сторону реки все он это дело. Догрызает. А с больших он кору пообглодал. Это эти, как их, гомосеки подводные. Здесь прям, да, вот катается с горы он. Будь здоров. Да, что-то вот такая рыба пошла. До машины осталось совсем чуть-чуть. Стою в полный рост, у меня как парус. Оп. Да. Ну ладно, будут еще поклевки, покажу. Чуть-чуть осталось до машины, ребят. Еще одного прям за шиворот поймал. Ну все, до машины остается где-то 100 метров, ребят. Хороших щучек нет, вот такие вот, блин. Маленькие, блин. Так, тихо. Все, вот такой вот щурочек. Вот, почти с воблер. Вот и подошла к концу очередная рыбалка. Значит, если подвести итоги, то удалось поймать 3 щучки, вы видели, съедобного размера. Мелочь я отпускал. И рыбалка у меня строилась таким образом, что обрасывал участок с постановки против течения и по течению. Если рыба активная была, то она отзывалась. Облов каких-то интересных для меня мест результатов не приносил. Менял воблеры, и поклевок не было. Рыба клевала конкретно с подхода. Переплыл, сделал несколько забросов вправо-влево. Клюнула, не клюнула, смысла задерживаться никакого нет. Ну, вот такие пироги, полнолуние, перепады давления. Ну, рыбалка у меня удалась. Вот такие пироги. Все, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и до новых встреч. Пока-пока. Ничего себе.